Что такое 1 миллион 150 тысяч в 2003 году? Как вам известно, это 40, если мы будем брать курс доллара, 42 сумма, да, около 42 сумма было в 2003 году, это около 27 тысяч долларов. Ну, чтобы вы поняли, да, что это такое. 27 тысяч долларов, это одна двухкомнатная квартира. Правильно? Ну, 3 комнаты, согласитесь, хорошо. Ну, вот так, да? Ну, я хочу, чтобы вы поняли, что вот примерно, я вот относительно сугубо такое мнение, да, вот. И это земля, почти 2,5 гектара земли с постройками туда-сюда и 3-комнатная квартира, допустим. Вот представляете куплю-продажу? Вот вам вот аналогия того, что сравнение. Вы говорите, добросовестный покупатель, вы говорите. Вот как вы, вот добросовестный покупатель, вот вы представили вот сравнение? Насчет возбуждения уголовных дел я абсолютно не имею никакой информации, потому что я не уполномочен это как бы владеть информацией. По факту того, что сколько стоил пансионат, тоже не могу сказать, потому что это должны оценивать определенно независимые оценщики. В то время были реально рыночную цену, но я вам озвучил примерно относительно, это сугубо мое мнение, как относительно цены. Суд принял к своему производству. По законодательству возможно ли, чтобы на основании копии принимать документы? Я не знаю, я не могу дать оценку решения суда, даже мы, должностные лица, государственные органы, также граждане, мы только согласно основному закону и другому, мы обязаны исполнять решение суда. А толковать его или трактовать его, у нас таких прав нет. Да? Представитель судебного департамента, да, правильно? Да. На основании копий документов возможно ли принять к своему производству суд? Имеет ли право вызов? Я не могу вам дать на это, может ли суд или не может, это вам ответит только суд. Я не суд. Частая смена руководства судебного департамента, это законно вообще? Это не ко мне вопрос, извините. А вы зачем вы сюда пришли? Я не меняю руководство. Руководство судебного департамента я не меняю. Я вам говорю, мне не входит в полномочия. Смена руководства судебного департамента не входит в мои полномочия. Можно не с руководством пансионата судиться, а с ФУГИ надо было. Это же они же нарушили. Нет, мы ни с кем вы поймите, у нас нет никаких определенных таких каких-то претензий ни к Силантьеву, ни к Синегорью. Мы хотим взять свой пансионат, который у нас забрали. И все. Да. Нет, мы не сторона. Мы судебный департамент сторона. Да. Я являюсь начальником управления Искульского областного управления судебного департамента, который проводит исполнение, как главный судебный исполнитель области, который проводит исполнение возврата пансионата на баланс судебного департамента. Ваше ведомство есть сторона, я не говорю конкретно Искульское управление. Да. Никак, есть судебный департамент. Да, да. Это же ваше. Вы же нам я не могу на имя судебного департамента, я вам говорю, я отвечаю за исполнение возврата. Я еще раз говорю, потому что, учитывая, что пансионат находится на территории Искульской области, как главный судебный исполнитель области, я исполняю решение Искульского районного суда, которое сказано, чтобы возвратить на первоначальное положение. Они не пускают. Мотивируют то, что всяким рейдерским захватом, захватителем, никаком. Просто описали бы все, что есть. Вдруг, вот представьте, все возьмут, все завтра снесут, уедут, из кого... Первоначальное положение. 3 гектара земли же остается как-то. Нет, и все, 3 гектара земли, и все, да. Не, хорошо, я имею в виду, зачем это все, когда можно было описать, все это будет стоять под собственной охраной, под его же, под Синегорьем все останется, мы этого только хотели, мы только этого хотели. Не отдает, мы берем под арест, то есть под опись арест и все. А вот Генеральная прокуратура заявила о том, что многие решения судов, производство вообще, ТССИ, тоже исполнение, да, вот говорят, выявлено множество нарушений. Как вы прокомментируете?
Да, я еще раз, я не буду комментировать. Суд не имел права копии принимать. Да, я понял, да, я ваш вопрос понял, действительно, да, я видел действительно ваш ролик, который именно непосредственно, вот Кактус Медиа, да, правильно у вас, вот вы непосредственно его выпускали, я видел его, да, прокуратура дает оценку решению Верховного суда, ну я не знаю, я не могу дать, как должностное лицо, я не имею права давать. То есть, получается, инвестор, который решил купить услуги, через определенное время может оказаться в таком же положении, как Силантьев. Я по поводу инвесторов я не могу ничего сказать. Если инвестор добросовестный, я вам еще раз говорю, я вам вот пример привел же, вот, вы можете купить, допустим, вещи абсолютно там, вам с обманом, я не знаю, там, ну, если кто-то вас обманет, там, допустим, правильно, вы же не купите, скажете, а почему так дешево, правильно, а почему так это обманывают меня, или как, вы же сомнение будет же. Вы представьте, целый пансионат купить за 27 тысяч долларов. А там вкладывали же. Ну, вы согласитесь, ну хорошо, 3,5 гектара земли. Хорошо, пустой, давайте пансионат. 3,5 гектара земли. Нет, здесь вот, Вы сами подумайте. Можете дать, а другим, то, что вопросы задают, вы оценку не можете дать. В каком состоянии был пансионат ваш? Я не знаю, в каком состоянии был. Я не могу ответить на это. Не надо вы оценку Давайте даете. уважать других А коллег. сейчас вы не знаете сразу. Хорошо, Шакирова, вопрос такой. Вам не кажется ли, что этот судебный процесс является таким рейдерским захватом, законным причем? И еще один вопрос, если он перейдет на баланс судебного департамента, то кто будет отдыхать там? Ну, вы знаете, я начну, в общем, с рейдерского захвата, как вы говорите, да, так. На самом деле, я думаю, рейдерский захват был в 2003 году. Это по моему мнению. Когда взяли за 27 тысяч долларов, купили пансионат, забрали у судебного департамента за 27 тысяч, за трехкомнатную квартиру был. Нет, это, знаешь, очевидные вещи. Я не оценщик, я живу на Иссыкуле, я прекрасно знаю, сколько стоит сотка земли. Я прекрасно знаю. И в 2003 году, и третий год, и вот я вам хочу сказать, 2003 год это не 80 лет, не 90 лет, это буквально вчера. Я вам говорю, 2003 год это буквально вчера, да. Но это перед историей, это буквально вчера. И вы все прекрасно знаете, вы знаете все прекрасно, как это, сколько сейчас стоит, все прекрасно понимаете, да? Но зачем тогда, вы сейчас говорите, я не оценщик, я просто ставлю. Вы оценку даете только что. Копейки. Уважаемые коллеги, кажется, вопросы уже исчерпаны, а то повторяемся, да, уже? Все лукавите. Правительство, прокуратура. Коллеги, кажется, вопросы... Ну, я вам ответил, а вы комментируете. Значит, третье лицо вообще. Я не могу, не знаю. Хотите отдельно побеседовать, давайте вы останетесь. Потому что если человек врет, что? Ну, уважаемый Кактус Медиа, давайте придержите немножко как бы свое это выражение немножко. Вы же все-таки журналист, этика нужна, должна быть насчет того, что врет и тому подобное. Если я Вы ничего не знаете опять. я в рамках, где я знаю, я вам откровенно говорю, я говорю, я знаю. Где я не знаю, я вам говорю, я не знаю. Самой это на сколько стоит? Вы же знаете ценности. Конечно. Сколько стоит? Марат, это не относится к... Но это где он не Когда вы относится? задаете такой вопрос, чем вы занимаетесь?